Добрый день, дорогие телезрители! Город женщин приветствует вас в этот прекрасный весенний день. И сегодня будем с вами мы, Юлиана Ким, Катерина Кириллина и я, Мария Павлова. Сегодняшний день мы с девочками решили объявить Днем здоровья. А все почему? Потому что мы будем говорить о наших детях, и у которых возникли проблемы с лишним весом. Не хотите, чтобы ваш ребенок болел и толстел? Тогда уберите со стола жареную картошку, чипсы, газировку, колбасу и так далее. И необходима каждодневная физическая нагрузка. Об этом и о многом другом мы поговорим сегодня с нашими специалистами. Ну и не секрет то, что физическое здоровье является неотъемлемой частью полноценной, интересной, насыщенной жизни. Так что будьте здоровы, оставайтесь с нами, будет интересно. Всем доброго дня, и мы начинаем! Спонсор передачи «Город женщин» – акционерный коммерческий банк «Алмаз-Эргенбанк». Простое решение для милых дам. Ведь «Алмаз-Эргенбанк» подготовил специальное предложение для всех нас, милые дамы. С 1 по 31 марта можно оформить кредит «Простые решения» по сниженной процентной ставке. Подробнее с условиями можно ознакомиться по номеру телефона бесплатной горячей линии в офисах банка, а также на сайте в разделе «Кредитование». А далее наша традиционная, самая любимая, самая креативная рубрика «Фабрика идей» с Юлианой Ким. Еще раз добрый день, дорогие телезрители! Сегодня я хотела бы вам показать, как сделать заколочку из фетра. Для того, чтобы нам изготовить заколку, нам необходимы следующие материалы. Это фетр, ножницы, иголки и, собственно говоря, сами резиночки. Итак, для того, чтобы сделать заколочку, не нужно производить каких-то сложных действий. Мы берем, скалываем булавочками фетр. Он продается в магазинах как обычная цветная бумага. И, значит, разных цветов вы можете использовать. Значит, мы берем, складываем вдвое наш фетр. Сложили. Теперь по всему расстоянию нашей полосочки мы должны сделать аккуратные, одинаковые разрезы. Но это делаем мы не до конца. Таким образом, чтобы у нас с вами получился вот такой. Напоминает фонарики, Да, которые напоминает мы делали фонарики, в детстве. которые мы делали в детском саду. Да, совершенно верно, Маша. Следующим нашим этапом будет приклеивание двух сторон друг к другу. Мы берем клей-пистолет. Это нужно для того, чтобы, когда мы будем заворачивать, мы будем изготавливать цветок. Когда мы будем заворачивать наш фетр, чтобы он не скользил. Таким образом мы делаем полосочку, приклеиваем друг к другу. Если вы будете делать это с детьми, конечно же, контролируйте, чтобы ребенок не обжегся об клей-пистолет. Следующее. Теперь уже можно заворачивать. То есть у нас получится такая своего рода хризантема, да? Хризантемка. И мы начинаем скручивать нашу полосочку, которую мы предварительно порезали. Клей схватывает очень быстро, поэтому изделие у вас получится тоже очень быстро. Так. Вы можете ребенку сделать из разных цветов такие цветочки. Можете соединить несколько, например, пару сделать или тройку. Вот, посмотрите. У нас получился вот такой цветочек. Мы его расправляем, да? Затем нам понадобится вот такая вот подложка, которую я взяла зеленого цвета. Мы берем, наносим на наш цветок, на дно клей. Так. Предварительно на нашей подложке я сделала вот такое отверстие. Это нужно для того, чтобы поместить туда резиночку. Помещаем резиночку и все это приклеиваем на наше дно. Вот так вот она раскрывается. Так, сюда еще нужно добавить клей. Приклеить саму резиночку.
Это можно, наверное, и на ободочек, да, не обязательно на резиночку. Да, как и вот посмотрите, браслетик. что у вас получается. Получается такой цветочек, который вы можете также еще украсить лепестками. Вот, берем, наносим клей и приклеиваем наши лепестки. Так, у нас получился такой объемный цветочек. Естественно, вы можете сделать его поменьше. Для этого вам нужно будет, когда вы будете складывать, давайте мы второй цветочек сделаем поменьше, чтобы было красивее, да? И ребеночек, ну вот девочки особенно, да, вот резиночки, сделанные своими руками, они будут особо это ценить. Некоторые же не любят, когда им заплетают косички, а когда они будут знать, что им оденут резиночки, которые они сделали своими руками, они, думаю, согласятся на это с удовольствием. Так, и нарезаем. Вот так вот. То есть делается данная заколочка очень легко, как вы видите, и быстро. Очень легко и быстро. Ой, здорово, такой интересный цветочек получается, да? Это прям как астры, которые растут во дворе моей мамы. Да, похоже на астры и на хризантемы. Ну, я думаю, что я тут еще продолжу изготавливать свои заколочки. Пока Юлиана готовит свой цветочный букет для наших девочек, мы хотим пригласить нашу следующую гостью. Почему мы ее позвали? Потому что это девушка-мама. Она столкнулась с той проблемой, которую мы сегодня подняли. Это Виктория Кантоева, автор и руководитель проекта «Перемена», общественный деятель и социальный предприниматель. Здравствуйте, Виктория. Добрый день. Очень рада вас видеть в нашей студии. Прекрасно выглядите. Спасибо. Расскажите, пожалуйста, свою историю и историю своей девочки. Ну, начиная с детсадовского возраста, да, 6 лет, мы начали быстро набирать в весе. Тогда я вообще об этой проблеме не знала, да, не знала и, значит, стала переживать. Ей не нравилось фотографироваться, да, потом начались проблемы с одеждой, мы не находили свой размер, вот. Потом она как-то вот активность, уверенность, да, все-таки у нее. А в каком возрасте вот дочь ваша стала осознавать, что она немножко отличается от Ну вот своих как раз сверстников? таки 6 лет буквально. Уже? Да. И вот я помню очень такой случай. Мы пошли с ней играть в детскую, ну, детская площадка рядом с домом. И я села на скамеечку, и она стала играть. И дети, они же все-таки, не Говорят, зная что думают. этого, ну, бывают насмешки. Дети бывают да, жестокие, да, да. дети бывают жестокие. И вот говорят, ну, такие толстуха, вот такого плана, да. И вот для меня это было очень таким большим стрессом. И я подошла, конечно, сделала замечание и подумала, сколько же вот в детском саду и вообще будет мой ребенок сталкиваться с такими насмешками, да? Ага. И решила бороться с этой проблемой. И с чего вы Буквально. начали? Я ушла с этой детской площадки со слезами на глазах буквально. Мне это очень не понравилось. И, значит, я решила прямо вот изучила, стала искать материалы, литературу, причины, да. Но стали питаться сами, но здоровое питание, да, выбирать. Но, тем не менее, человек, мама, да, без специалиста, без помощи специалиста, он все равно не сможет. Я это поняла вот в течение времени. Но первым делом я с помощью моей подруги, при поддержке моей подруги Кати Романовой, мы сделали танцевальный проект, да, где мамы с дочками по вечерам танцуем, да, и вот как раз после этого Это как физическая нагрузка. да, как будет. физическая нагрузка, и чтобы помочь ребенку стать уверенной, да. Проект до сих пор существует, успешно работает, и действительно мы приходили вот на телевидение, часто ездили на гастроли, и один раз моя дочка сказала: мама, мне кажется, что я звезда, вот, и мы чуть-чуть в этом
в объемах уменьшились, но тем не менее, оказывается, вот в 8-9 лет опять же какой-то гормональная перестройка идет в организме ребенка, и опять мы А вы как мама наверняка замечали, вот как набрали. питался ваш ребенок дома? ну, как все абсолютно, да, как все мамы, есть не мы на больше. работе. Мы всегда на работе находимся, и ребенок завтрак дома, обед в школе, и бутербродики, да, Перекусы перекусы бесконечные, бесконечные, потом соки. Все-таки мы недоинформированы, оказывается, мы сами мамы, и вот эта вот бесконтрольность, да, все-таки доводит до проблемы. И как вы добились вот такого грамотного входа, получается, в личную жизнь своего ребенка? Да. Было Я ли это стала сложно, думать. может быть, как это, допустим, Мгм. запрещать, либо самой показывать пример, скорее всего, грамотнее будет? Как это у вас было? Да, и я вот думала, вот все-таки нужен комплексный подход, да? Хореография не даст Недостаточно. полного, решения вопроса. Потом по питанию, да, я ходила с дочкой Диетолог. нет, не диетолога, а к эндокринологу. Эндокринологу. И вот она, конечно, нам советы, рекомендации дает, но приходишь домой, начинаешь, и опять какие-то нарушения. И я подумала, что все-таки нужен подход какой-то другой, комплексный, Системный. с участием специалистов, да, и чтобы человек, то есть ребеночек, да, двигался постоянно. Я ее записывала хотела записать разные секции, но она не идет. Или ее Я- не брали, наверное. да? Закомплексованный, Да, и я да? подумала, нет, я не хочу сказать, что мой ребенок закомплексованный, да, она растет в любви, но тем не менее я хотела ей помочь, да, все-таки я же вижу, Немножко не уверена в себе, да, вижу, и с каждым годом этот вес же будет больше и больше становиться, поэтому надо здесь подключить, более грамотно, да, работать. И 2 года я готовилась к этому проекту, да, нужен спорт, движение, нужен специалист, и они должны сопровождать для полных детей. Вот как Виктория объединила вокруг себя мамочек, у которых похожие проблемы, узнаем после рекламы. Добрый день, вы смотрите «Город женщин». Напоминаем, что сегодня мы говорим о проблемах с лишним весом у наших детей. И сегодня у нас в гостях Виктория Кондоева, автор и руководитель проекта «Перемена», общественный деятель и социальный предприниматель. Виктория в свое время вокруг себя собрала мамочек, у которых тоже проблемы с лишним весом у детей. Расскажите, пожалуйста, об этом. В первую очередь я стала искать специалистов, да, спортивных, в первую очередь медицинских, да, и спортивных. Мне очень помогло движение, где я состою, «Матери России». Через них мы вышли детская поликлиника городская, которая вот с нами сейчас работает, наш социальный партнер, да. Сейчас мы работаем еще с педиатрическим центром. И мы нашли спортивных специалистов плюс помещение. Потому что очень актуальный вопрос, главный вопрос, я хочу сказать, да. И Республиканский центр по адаптивной физкультуре и спорту, Анастасия Семеновна Михайлова, директор, тоже согласилась нам помочь. И это стало очень таким вот условием для нас. И вы занимаетесь физкультурой вместе? Да, для ребенка полного, да, нужна условие. Да, этот ребенок должен быть среди своих, без насмешек, где понимающий тренер, да, никто ни с кем не конкурирует, никто ни с кем не соревнуется, да, зарядка позитивно, и с учетом возраста мы это все делаем. Младшая группа, старшая группа, да, первая смена, вторая смена. Ну и каковы результаты? Да, есть у нас результаты, дети уменьшились в объемах. Есть дети, которые скинули по 5, по 6 килограммов, да? Это для нас очень... Сколько раз в неделю вы собираетесь? Как проходят ваши занятия? Вообще наш проект, когда вот мы пришли, мамы, да,
первоначальный этап. Мы учимся правильно организовывать питание в семьях. Мы работаем в первую очередь с родителями. Потому что я хочу сказать, что виноваты в том, что у ребенка лишний вес, это родители. Мы их неправильно кормим, мы сами не стали примером для активного движения. Вот. И все-таки еще один момент, конечно, это генетическая предрасположенность. В нашем случае наш папа очень крупный, и мои дети пошли... Унаследовали, да? да? Унаследовали. И поэтому, если вот супруги, да, один из супругов полный, уже надо смотреть Есть с риск, первого месяца. риск того, что Да, ребенку будет конечно. И сразу вот с грудного вскармливания после роддома надо уже Правильно начать питаться. питаться. Мгм. Не Сейчас же только вот эти люди... вот быстрые вот эти вот, как говорят, не фастфуд, ну, это помимо этого, который ребенок может сам купить, да, в магазине, но и вот эти вот все полуфабрикаты, они же тоже там Да. усилители вкуса, там, от которого хочется еще больше кушать, да? Да, То есть недобросовестные родители производители перестали готовить да, еду, добавляют а там, покупать конечно, полуфабрикаты, разное. да? Лучше в домашних условиях. И мы, значит, мамы учимся правильному питанию. Наш медицинский наставник, лектор школы правильного питания для родителей у нас есть, да? 6 лекций мы проходим, да? Это эндокринолог. Эндокринолог Мария Васильевна Васильева изучает, да? Читает лекции для нас. И у него И своя ребенок сдает программа. анализы, наверное, да? Да, Периодически, вот. да? Школу правильного питания родители проходят, и параллельно дети обследуются. Обследуются на предмет вот, заболеваний эндокринной системы. Да. А вот вы, все-таки родитель должен быть главным примером. В вашем Конечно. холодильнике можно ли найти там кетчупы, вот эти Вот фастфуды? сейчас нет, абсолютно. Сейчас мы давно уже не покупаем ни колбасу, ни майонезы. То есть да? всей семьей перешли? Всей семьей. Обязательно нужно поддерживать всем домом ребенка, Да. который худеет. Да. Если да, старшие и младшие дети заказывают пиццу, да, А ей нельзя. Да, Это же, а ей нельзя. Страшный удар. Конечно, это будет и стрессом для ребенка, и все равно же угостят. лучше и отказаться всем. А Да. другие члены семьи, они как-то свои, не знаю, свой голос Недовольство. никак, да, Ну, не ради проявляли? ребенка, ради здоровья ребенка, да? Это правильное питание нужно всем, и папам, и мамам. Для мамы тоже надо следить за фигурой, за здоровьем, остальным деткам тоже. Поэтому мы в школу правильное питание приглашаем и наших бабушек, которые, кстати, Которые да, кормят своих бедных внуков. Да. Говорят, чтобы они все Опасная доедали до любовь. конца. Вот. Поэтому бабушки для нас тоже очень важные люди. Но сейчас Бабушки условия жизни нас изменились, любят. да? У нас дети сидят, дома сидят, в школе сидят, потом за компьютером сидят, Да. мало подвижности у них, да? Да, И они это кушают, одна кушают, из соответственно, причин. да, Да, одна из набирают причин. лишний вес. Поэтому создание условий для движения активного, для спорта Здорово. наша главная Спасибо, Виктория, задача. то, что вот Спасибо большое. и вот эта организация ваша наверняка поможет многим семьям. И даже смотря на ваш пример, я думаю, многие возьмутся уже и за собственное вот питание семьи. И далее, дорогие телезрители, у нас небольшой тест. Виктория, я попрошу вас подойти сюда. Вы как мама, скажите, пожалуйста, вот у нас есть бутылочка воды, обычная, не газированная, есть сладкая газировка. Что выберет ребенок, по-вашему? В любом случае все равно захочет Кока-Колу. Когда мамы дома но тем нет. не менее, когда он замотивирован, да, если дома правильное питание, он на водичку Возьмет. посмотрит, но тем не менее все равно захочет. В Захочет этом Кока-Колу. случае все равно захочет. Запретный плод. Да, и поэтому нужно, оказывается, с ребенком уметь договариваться. То есть То есть не ограничивать прятать как-то. там Да. по углам, И да? вот перекус, Без кефир криков, или без- шоколадный батончик. Ну, конечно, опять же, батончик, но тем не менее, опять же, с ребенком договариваемся. В первой половине дня можем, и, ну, кусочек, да, небольшой. Здесь в этом случае тоже стаканчик, тоже небольшой, не То каждый есть день. раз в Да, неделю, потому да? что Ага, спасибо, Виктория, за мнение. И давайте, дорогие телезрители, услышим мнение специалиста, детского диетолога.
очередь, родители детей с ожирением должны понимать, что ожирение – это хроническое заболевание, хроническое рецидивирующее заболевание. То есть это означает, что человек, похудев однажды, должен контролировать свой вес в течение всей своей жизни. Причиной детского ожирения является поступление избыточного количества калорий в условиях гиподинамии и наследственной предрасположенности. То есть это банальное переедание или перекармливание ребенка. Терапия ожирения включает комплекс мероприятий, где входят диетотерапия, коррекция пищевого поведения и адекватная физическая нагрузка. И во всем этом, конечно, должен помочь специалист. В процесс похудения ребенка должны включаться и родители, а желательно вся семья. Потому что очень большая поддержка будет для ребенка худеющего, когда уклад жизни, режим питания, выбор продуктов будет адаптирован именно под процесс похудения ребенка. Назначается гипокалорийная диета, но при этом ежедневно у ребенка должны быть такие продукты, как мясо. Рекомендуются нежирные сорта мяса. Это может быть оленина, говядина, птица, крольчатина. А также рекомендуется включать рыбу 2-3 раза в неделю. Исключаются однозначно гастрономические продукты, такие как колбасные изделия, сосиски, сардельки, потому что в них содержится очень много скрытого жира, специй, которые могут возбуждать аппетит ребенка. Предпочтение следует отдавать кисломолочным продуктам, кефиру, ряженке, йогурту и творогу 5%. Из сладостей предпочтительно выбирать, конечно же, фрукты, ягоды, сухофрукты, детские пюре можно включить в рацион. Питание ребенка должно быть дробным. Ни в коем случае ребенок не должен голодать. Первое блюдо должно составлять где-то 200-250 миллиграмм. Второго блюда 150-180 граммов. Салаты 100-150 граммов тоже. Супы должны быть не наваристыми, желательно на втором бульоне. Стоит увеличить в рационе количество клетчатки, то есть овощей и фруктов. Очень важно приучить ребенка к следующим полезным привычкам. Это знать полезные продукты и вредные продукты. Это утолять жажду обычной водой, а минимум 60 минут физической активности в день. Есть ряд исследований, которые доказывают, что дети, принимающие еду перед телевизором, имеют больший индекс массы тела. Также следует обучить ребенка не пропускать основные приемы пищи. Вот такие дела. Оказывается, вот в этой полулитровой газировке вот столько вот сахара. Представляете? Очень много. Вот ребенок жажду не утолит, но тем не менее сахара наестся уже на 2 дня вперед. Да. Ага. Опасность возникновения сахарного диабета. Конечно. Очень опасно. Спасибо, Виктория, за то, что приняли участие в нашей передаче. Желаем процветания вашей общественной деятельности. Спасибо вам Спасибо. за До свидания, приглашение. приходите к нам еще. Так, а мы продолжаем наш эфир. И далее у нас детский врач-эндокринолог Варвара Васильева. Здравствуйте, Варвара. Заходите к нам в студию. Добрый Мы рады день. вас приветствовать. Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот сегодня мы говорим о детском ожирении. В чем же его причина? Ну, основная причина лежит именно в том, что вот идет неправильное питание. Неправильное питание, режим. То есть надо соблюдать именно из-за нарушения режима питания тоже. Большой играет. А чем грозит ожирение? Ожирение грозит именно вот осложнение ожирения. В основном это может привести именно к заболеваниям сердечно-сосудистой системы, заболеваниям ортопедическим, вот именно нарушениям. Ну и эти идут. То есть, получается, это нагрузка на внутренние органы, да? еще? Нагрузка, да, вот Не только внешняя, да? То есть, ну, говорят же то, что ребенок с лишним весом – это уже взрослые проблемы со здоровьем. Да. Это так? Можно так говорить. Какие осложнения могут быть?
Ну, Это вот вот давление, да? именно да, осложнение приведет именно на повышение артериального давления. Ну и самое главное, вот на развитие сахарного диабета в первую очередь, может быть. На самом деле слышать очень страшно. Да. А в каком возрасте нужно быть особенно бдительным с ребенком? Именно нужно обращать внимание, дети вот в основном начинают набирать вес именно в 6-7 лет. И вот когда начальные именно... Нам кричат уже реклама, дорогие телезрители, будьте с нами, мы продолжим сразу после с Варварой. Чуть больше недели осталось до грандиозного телешоу «Весна на НВК». Приобретая магнит Харысхал, вы становитесь участником нашей акции. Может, именно вы станете обладателем призов от наших спонсоров. Это мотоцикл, беседка, сенокосилка, кухонный гарнитур, лодка, морозильник, портативный гараж, ювелирные украшения, сертификат на ружье, Илинка Бихер, золотые украшения, круиз на Ленские столбы и многое другое от наших надежных партнеров и спонсоров ждут вас. Розыгрыш состоится 31 марта на каналах НВК Саха и Мамонт. Магнит Харысхал и купон для розыгрыша призов вы можете приобрести на первом этаже НВК Саха по адресу Орджоникидзе, 48. Встречайте весну вместе с нами. А мы продолжаем. Вы смотрите «Город женщин». И сегодня у нас в гостях детский эндокринолог Варвара Васильева. Здравствуйте, Варвара, еще раз. Мы сегодня говорим о детском ожирении. Варвара, скажите, пожалуйста, как посчитать, что у ребенка лишний вес? Обычно мы судим по СДС массу тела. Это получается отклонение от стандарта. Получается, смотрим. Если на стандарт отклонения идет на увеличение, это уже на избыточную массу тела, на ожирение идет. И если наоборот на снижение идет от стандарта отклонения, тогда это уже недостаточно с весом. А откуда вообще берутся эти лишние килограммы? Тоже, опять-таки, это как неправильное питание идет. Ну, малоподвижный образ жизни, да? да? Именно, да, и большую роль играет именно малоподвижный образ жизни. Знаете, готовясь к этой передаче, я почитала, что вот единственная страна, которая снизила уровень ожирения у детей, да, это Франция. Вот она за 3 года даже разработала специальную государственную программу, благодаря которой вот убрали из школ вот эти автоматы, которые продают газировку, чипсы. Также дети постоянно проходили медосмотр. И благодаря вот этим действиям они добились того, вот за 3 года, да, что у них снизился риск вот заболеваемости ожирением. Как вы думаете, у нас в стране возможно такое сделать или нет? Да, конечно, потому что вот именно нужно обращать внимание. Сейчас именно по новому приказу мы диспансеризацию проводим именно среди детей детского населения. В основном это дети организованные, которые в детский сад школам ходите, да? Ну и по школам, да. Именно медосмотр проводим. Да, вот до рекламы вы начали опасный возраст, это 6-7 лет. Да, 6-7 лет, потом идет предпубертатный период. Это подростковый, да? Да, начало подросткового периода и подростковый, именно сам подростковый период. Вот я понимаю, что дети, они все разные, да, то есть кто-то много ест, кто-то мало ест. Есть какой-то вот канонический, может быть, режим питания или что-то такое? Есть какие-то основные постулаты вот правильного питания? Ну, старайтесь все равно именно ребенку кормить именно то, что хочет, но старайтесь именно вот при этом считать, правильно нужно давать. Колораж нужно считать, значит, да? Колораж нужно считать только в случае, если там избыточные какие-то. А вот у меня, допустим, 2 мальчишек, они совсем вот не едят. Что делать в этом случае? Относится ли это как-то к эндокринологии? Как можно помочь моим детям, например, поднять аппетит? Да, для поднятия аппетита, да, тоже мы обычно советуем именно всякие разные препараты, но в основном там именно желательно стараться именно то, что хочет именно ребенок вставать. Это лучше, наверное, добавить какую-то физическую активность, чтобы они уставали и аппетит пробуждался, естественно, да? Ну, можно так сказать. А режим дня вот важно соблюдать? Чтобы, допустим, Обязательно. Завтрак в одно время,
обед в одно время. Режим кормления, Ужин именно в одно питание время. обязательно должно быть. И, кстати, вот ругают школьную столовую, что их там невкусно кормят. На самом деле у них там сбалансированное питание. Все Вот у нас в основном, да, у нас в основном питание, основная еда именно на ужин приходится, а это Да. наоборот так и не должно быть. Вот именно на обед должен приходить. Варвара, скажите, а вот из вашего опыта, из вашей медицинской практики, сколько процентов, можно ли посчитать, сколько детей обращаются именно Да, с вот проблемами с примерно весом? из моей практики, если сказать, действительно, там больше 60% именно с нарушением питания вот именно подходит. Это или из-за избыточного веса, или именно А наоборот. возраст какой? В основном до 10 лет можно. Да. И как раз таки Чаще вот эти обращается. Почему? Потому что именно родители приводят. А подростки, они, если не захотят, все равно. Да, они Вот не эндокринология – это же мир гормонов, да, это же не только отклонение и заболевания. Да. Можно ли как-то это предупредить, эти проблемы? И обращаются ли к вам, допустим, за консультацией, как можно поднять вот уровень жизни и прочее, жизнедеятельности, скажем так? Ага. Как можно через гормоны на это повлиять? Через гормоны в основном, если там у нас же краевая патология именно йодная недостаточность. Йода идет. не хватает. Да, из-за йодной недостаточности у многих очень детей развивается гипотиреоз. Из-за гипотиреоза тоже идет именно превышение массы тела. Это большую роль играет, да, но в основном гиподинамия идет. А И вот насчет предупредить как-то? Предупредить именно. Подойти к вам заранее, пока еще нет проблем. Профилактика. Для профилактики, да, вот именно нужно заранее, даже если именно у кого семейная предрасположенность есть, вот, нужно подойти обязательно. Да, то вот многие у кого подходят, мне давление, кажется. если у родителей. Когда уже За рецептом лекарства, Да-да-да. чем вот, допустим, за инструкцией счастливой, здоровой жизни. Сейчас заранее, вот да, благодаря- заранее нужно подходить. благодаря вот этим как раз таким медосмотрам надо родителям обратить внимание, что вот если специалист выписал направление, нужно обязательно с ребенком подойти в поликлинику, да? А не забросить это и не уповать на то, что он вытянется. Спасибо Всё большое, пройдет. Варвара. Ваши пожелания родителям? Да, я вот хочу пожелать родителям не дождаться вот именно ожирения, надо подойти заранее все-таки, ну и побольше физической активности. Правильное питание должно быть обязательно. Спасибо большое, Спасибо Варвара. Мы желаем вам всего доброго. Спасибо за участие. Мы продолжаем наш эфир и далее сюжет. Сейчас многие дети ведут пассивный образ жизни именно из-за телефонов и гаджетов. Это как ничто другое способствует набору веса. Как же это исправить? Давайте посмотрим в следующем сюжете. Как проводить время со своим ребенком и чем же можно его занять? Многие родители предпочитают дать ему в руки телефон или планшет, чтобы он погружался в виртуальную реальность и не беспокоил уставших тружеников. Но психологи всячески стараются призвать родителей ограничить использование телефонов дома. Надо соблюдать простые правила с раннего детства. Не давать гаджет во время еды малышам, не использовать его вместо общения или же чтения. Не забывать, что самую большую роль играет личный пример. Если же родители не расстаются с телефоном, ребенок будет поступать точно так же. Детям любого возраста обязательно нужно позитивное общение со взрослыми и, конечно же, сверстниками. Оттяните, насколько возможно, первую встречу ребенка с гаджетом. Многие педиатры считают, что до 2 лет не стоит давать в руки мобильные устройства и планшеты, не говоря о компьютерах, а также ограничивать время при просмотре телевизора, так как это может негативно повлиять на коммуникативные навыки. Отвлекать ребенка от мультфильмов и компьютера можно не только с помощью совместных игр. Если хотите показать ребенку, что он вам не безразличен, что вы готовы проводить с ним время, слушать и разговаривать, зовите его на кухню. Пусть моет овощи, раскладывает хлеб, помогает готовить ужин, к примеру. Полезный труд даст передышку воспаленным к вечеру глазам и уставшему мозгу. Вечером старайтесь найти для своего сына или дочери спокойное занятие. Пусть лепит, рисует, собирает пазлы. Ребенок, как и взрослый, за день тоже устает, и ему тоже нужно отдохнуть от насыщенных событий. Ограничивайте время ребенку на просмотр телевизора
телевизора или компьютерные игры. Старайтесь объяснить, что это вредно, не нудными нотациями, а примерами. Можно сходить на консультацию к окулисту. Врач расскажет ребенку, сколько времени можно уделять развлечениям и как это повлияет на его здоровье. Таким образом, малыш услышит мнение авторитетного человека. Наше с вами детство проходило без компьютеров, телефонов и планшетов. Оно было насыщенным, веселым и интересным. Каждый раз приходилось подключать фантазию, и заметьте, никогда не было скучно. И сохранилось столько теплых воспоминаний. Поэтому проводите чаще свободное время вместе со своим ребенком. Передача наша продолжается, и далее мы отправляемся в путешествие вместе с красным чемоданом. Смотрите нашу традиционную рубрику с Катериной Кириллиной. Всем привет, мои дорогие любители приключений. С вами рубрика «Красный чемодан», где финансовая грамотность и путешествие рука об руку входят в нашу жизнь. Мы, выполняя небольшие задания, накапливаем на путешествие мечты. И традиционно сегодня мы будем говорить об экономии. Моя любимая тема, если честно, девчонки. Если не знаете, она немножко такая не сильно девочковая. Будем говорить об экономии на содержание автомобиля. Ух ты. Задумывались ли вы об этом когда-нибудь? Я, честно, никогда. Да, это обычно касается нашей сильной половины, поэтому я, готовясь к эфиру, опросила всех там окружающих мужчин, которые у меня в жизни есть, да, там дядей, братьев, мужа, те, которые мы, Всех автомобилистов ближайших. Всех автомобилистов опросила, и это, знаете, мне показалось то, что автомобильная тема для мужчин, как для женщин, красота. То есть мы можем повестись на какие-то красивые тюбики, флаконы, множество какой-то ненужной косметики той же самой, да, какие-то элементы стиля и прочее. Если проводить такую аналогию, то я хочу сказать то, что в принципе вот любые какие-то вот материальные вот желания, они могут быть более осознанными. Ну, не зря говорят, что это вторая жена у каждого мужчины. Да, я сегодня хочу поговорить о способах, как можно сэкономить на содержании автомобиля. Первое из них – это, оказывается, позаботиться о страховке. Они бывают разного типа, стоят по-разному. И есть какие-то вот способы, которые могут ваши расходы на нее срезать. Например, если вы оформляете каско, то следует обратить внимание на каско с франшизой. То есть, ну, допустим, по повреждении на сумму меньше 20 тысяч, они оплачиваются не страховой компанией, а самим, допустим, участникам ДТП. В таком случае стоимость каско, она будет намного ниже. Вот. Также следует вообще сравнить рынок, посмотреть, где дешевле тот же самый ОСАГО, и выбрать то, что вот вам оптимально подходит. Так, опять же, следить за состоянием авто, согласно вот сервисной книжке, смотреть, при каком пробеге требуется какое-то техническое вмешательство, или там что-то подлатать, посмотреть, в общем, красавицу свою. Да, вот это все нужно следить и очень тщательно соблюдать. Это, знаете, может предотвратить да, какие-то поломки и, соответственно, материальные расходы. Так, в нашей республике, я думаю, очень актуально хранение, то есть машины в зимний период. Да. Мы вот на себе испытали портативный гараж. Вместо обычного гаража это в разы дешевле. Конечно, это физический труд очень тяжелый, но, в принципе, довольно доступная штука. А сейчас... После рекламы я расскажу вам, как можно значительно сэкономить деньги на ГСМ, на топливе. Оставайтесь с нами. С вами «Город женщин», рубрика «Красный чемодан». И мы сегодня говорим об экономии на содержание авто. Я обещала после рекламы рассказать вам, как можно сэкономить денежки, семейный бюджет на расходы топлива. Так, идем. Мы все внимание помним. Да, во-первых, это нужно пересмотреть свой стиль вождения. Оказывается, спокойная езда, когда мы не сильно нажимаем на газ или так резко не тормозим, может снизить расходы на топливо на 33%, девочки. То есть представляете сейчас, сколько топлива стоит, и 33% затрат мы можем сэкономить, просто поменяв стиль вождения. Так, есть также лайфхак выключать двигатель на каких-то остановках. Ну, конечно, не на светофоре, возможно, на каких-то недолгих
но и не моментальных остановках нужно Ну, это глушить когда двигатель. тепло, да? Да, да. Кстати, вот насчет того, что в холодное время как себя вести, рекомендуется то, что если машина новая, она такая довольно технологичная, достаточно 7-10 минут. Возможно, меня мужчины закидают камнями, потому что муж у меня греет все там 20-30 минут, по-моему. Этого достаточно, согласно вот сервисной книжке как раз. Я узнавала точно. Так, надо ограничивать работу кондиционера в летний период. Это тоже может сэкономить до 25% нашего бюджета на затраты от Купить НГСМ. вентилятор? Можно открывать окошко, да, например, пользоваться какими-то вот пленочками, которые светоотражающими, например. Так, тут также очень важно пользовать качественное масло, которое, оказывается, там уменьшает силу трения То есть между на масле шестеренками лучше не мотора. экономить, да? На масле не то, чтобы там в цене вопрос, скорее всего, лучше вот качество, цена. Да. И чтобы его часто не менять, не следует, конечно же, жертвовать этим качеством, но и сильно дорого тоже брать не рекомендуется. Главное, чтобы это подходило в машине. Конечно, нам, девочкам, в этом сложно разобраться, пусть этим занимаются наши мужья. Или Так, сервис. еще такая интересная штука, я обнаружила то, что давление в машинах тоже может экономить на расходах в топливе. То есть оно должно соответствовать указаниям автопроизводителя. Оно должно быть не сильно высоким и не низким, опять же, согласно вот этой вот инструкции. Так, также могу от себя рекомендовать, конечно же, пользоваться услугами какой-то определенной, может быть, автозаправочной станции, чтобы у вас была возможность участвовать в их бонусных программах. Например, они частенько делают какие-то акции, скидки для своих постоянных клиентов. Так что обратите на это внимание тоже. Ну и, наверное, самый главный совет – это, возможно, пока поставить машину отдыхать и почаще ходить пешком. Опять же, мы сегодня говорили о физических нагрузках. Если нет возможности ходить там в фитнес-клуб, зал, мы находимся в массовом оправдании, почему бы и нет, пешие прогулки очень хорошо заменяют физическую Тем более на нагрузку. улице потеплело. Конечно. Прекрасный воздух, солнышко и прям свежесть. И прежде чем озвучить следующее задание, я бы хотела посмотреть, как у нас семьи справились с прошедшим заданием. Всем привет! Задание этой недели выполнила путем откладывания необходимой суммы с основного дохода. Потихоньку продолжаем двигаться к цели. Как вы видите, не всегда удается следовать своим планам, но пусть это не заставляет вас как-то отступаться от своей цели. Я надеюсь, что семья Лонкиновых нас догонит на следующей неделе с большим запалом и энтузиазмом. И задание следующей недели. Сэкономить 2500 рублей и сложить их в копилку. Все так просто. Если вы только присоединяетесь к нашему движению, дерзайте. Никогда не поздно начать. Сэкономить можно в том числе и на содержании авто, бензина и прочее. Пользуйтесь нашими советами и делитесь вашими впечатлениями. Кому это помогло, будем рады вас видеть. И знаете, традиционно, чтобы мы не забывали, для чего мы все это делаем, да? Как даже убедить мужа в том, чтобы он перестал тратить столько денег на содержание автомобиля, это регулярные путешествия. Можно, наверное, сравнить дорогая шина, либо поездка на море, где чаша весов перевешивает в чью сторону. И сегодня я хочу рассказать, продолжая нашу тему о транспорте, о самых необычных средствах передвижения во всем мире. Так, и первая у нас идет бамбуковая вагонетка в городе Батамбанг. Дай бог правильно произнесла, это город находится в Камбодже. Там Очень получается, интересный транспорт, конечно. Деревянная досочка, платформа, да, в 3 метра шириной, на которой они перевозят либо пассажиров, либо какие-то даже грузовые перевозки. То есть могут перевозить продукты, могут перевозить даже транспорт, эти байки, даже какие-то запчасти и прочее. Да? Это также является очень таким классным аттракционом для туристов. Покататься на такой штуке можно будет в среднем за 3-5 долларов. Поездка продлится примерно 30 минут. Надо будет обезопасить лицо от солнца, ветра, веточек и даже мелких насекомых, так как эта вагонетка развивает скорость до 40 км в час. То есть это без защиты, это будет довольно больно, если букашки будут стукаться в лицо. Следующее чудо техники – это Segway. Это такая штука интересная. На 2 колесах, самобалансирующаяся и которая подчиняется движениям вашего тела. Была изобретена Дином Кейманом в Штатах и сейчас очень активно используется как в туристической сфере, да, так и в принципе для личного передвижения по городу. Когда вы наклоняетесь, Segway едет, когда вы стоите прямо, он стоит, соответственно, да, если вы наклоняетесь назад, Это является физической нагрузкой? Я думаю, что нет. Многие, я уже изучала данные, да, когда
привыкают пользоваться таким транспортом, вот хождение двумя ногами является чуть ли не оскорблением, потому что скорость уже совсем не удовлетворяет, ветерка в лицо нету, поэтому, возможно, это как больше развлекательный способ передвижения, чем какой-то вот замена вот физических нагрузок. Конечно Я же, просто в этом боюсь, нет. это страшный сон, если мы в будущем все будем ездить на этих И все сегвеях. будем до таких с лишним весом и прочее. Но, надеюсь, до такого мы еще не дойдем. Следующий транспорт интересный называется Маглев. Это магнитный поезд, который прямо вот левитацией ездит на высокой скорости, равной практически скорости самолета. Где это находится? Это чудо находится в городе Шанхай, курсирует между районом Шанхая до аэропорта Пудун. Он установил рекорд, если я правильно вспомню, 430 километров в час он может развить. Ничего себе. У него Прям нет космическая трения ракета. с рельсами, то есть он получается за счет магнитного Воздействие. воздействия, он парит над этими Ничего рельсами. себе. Классно на таком покататься. И также тормозных, то что интересно, да, тормозных механизмов у него нету, тормозом служит только вот аэродинамическое сопротивление. Ну, Вот то есть такие магнит вот выключил, чудеса. все, и он Да. остановился, Мгм. да? Ух ты. Так, следующее это у нас идет подвесная железная дорога в городе Вупперталь в Германии. Примечательно тем, что она была построена в 19 веке. М. Вот такая вот интересная, да, То есть, интересное наоборот, там устройство. Рельсы Ага. наверху, И да? хочу рассказать смешной случай, который случился с ней. Вот чтобы продемонстрировать безопасность такого рода транспорта, производитель решил прокатить на нем слона. Ого. Да, слона целого. Я, правда, не разбиралась, индийский он был либо африканский, чтобы судить о его размерах. Но, к сожалению, он выпал в реку. Бедный Неудачный слон. опыт, да? Выпал в реку. Кстати, вот из этих окон открывается очень живописный вид на ту самую реку, где плавал как же этот слон. Слон остался в живых, слава богу. Ну, слава богу. И это был единственный казус вот в употреблении этого транспорта со времен вот 19 века. Так что тоже можно будет использовать его как какую-то классную фишку в ваших путешествиях. Город Вупперталь, Германия. Едем дальше. Едем в прямом смысле. Следующий вид транспорта – это деревянные лифты в городе Вальпараисо в стране под названием Чили. Дело в том, что этот городок, он такой прижат между океаном и высокими холмами на берегу. Так как экономическая деятельность, скажем так, бизнес-центр этого города находится внизу, у побережья, а вся жилая зона находится на холмах, приходится пользоваться вот такими вот интересными Как они? способами общественного транспорта. Поднимаются. Они поднимаются на холмы, доставляют на уровень выше, скажем так. И это является для них вот таким вот Здорово, я обычным поехала на работу, да, и в деревянный лифт. деревянный лифт. Нет, чем спускаешься деревянный вниз. лифт отличается от простого, я вот не поняла. Нет, тут даже не в том, что из чего он сделан, а в том, что это является вот реально простым общественным транспортом. Вот мы вышли с работы, да, заказали такси или там сели в маршрутку, да, это то же самое для них деревянные лифты, спускаться и подниматься внутри города. Вот такой вот способ передвижения за счет географических особенностей. Я также напоминаю то, что у нас в Красном чемодане мы можем подобрать вам любые туры под ваши интересы. Можете приходить к нам с самыми сумасшедшими идеями, мы вам все сделаем. Точно гарантирую и обещаю. Ну что, Юлиана, посмотрим, что у тебя получилось, может быть. Я вот давайте. рассказывала, не терпелось посмотреть Пойдемте, на девочки. наши цветочки. Прям красота получилась. Вот смотрите, из простого обычного фетра у меня получились вот такие разные заколочки. То есть одна заколочка, она состоит из одного цветка, крупная, и одна заколочка состоит из 3 цветов, то есть они сделаны более мелкие. Мы берем, нарезаем тонкими полосками фетр, затем складываем его вдвое и далее нарезаем полосочки, и все это скручиваем, и получается вот такой цветок. Маш, Можно посмотри. я поближе посмотрю? Да. Мы периодически с дочей обновляем резиночки. Да, Вот, резиночки возьму на могут заметку. потеряться, они могут надоесть, выйти из моды. И такие яркие резиночки как раз-таки понравятся маленьким девочкам. Маша, у тебя доченька, я думаю, что... И самое классное Такой- то, что она легкая и никакой тяжести да, на да, да. голове. И экологично, я бы заметила, Да, то, да, что да. нет никакого Так что я пластика. дарю для твоей доченьки. вот эту Ой, заколку. спасибо, она будет очень рада. Несмотря на то, что ей всего 2 годика, уже модница выбирает сама себе резиночки. Уже не Здорово. хочет одевать то, что мама ей говорит, да? Да, Хочет то, она что же сама. сама выбирает. Молодец Такая вот какая. деловая. Девочки, вот возвращаясь к нашей теме сегодня, да, мне кажется, вот мы сегодня от специалистов услышали то, что такая
то, что везде пишут, то, что все говорят. Просто надо этого придерживаться. Это и правильное питание, это и физические нагрузки. И мне Да. кажется, это отличный способ приобрести семейные традиции. Да. Как думаете, да? Вот весной лыжи взяли с проката и поехали. Да, вместо того, чтобы сидеть дома, и чтобы дети меньше сидели в телефонах, в компьютерах, выходите гулять с детьми, проводите с ними время вместе. Помните наше детство, это когда мы утром уходили и вечером возвращались? уже? Чумазые девчонки. Сколько стирки-то было у мам-то. А еще я хочу вот заметить то, что когда вот мы даем советы, что рассказываем, например, это все могут послушать и ничего не сделать. И вот я бы хотела пригласить наших телезрителей что-то вот маленькое выполнить, которое очень легко выполняется, чтобы дальше по накатанной уже это уже вошло в вашу привычку. Например, сегодня же вечером, после вот даже днем после обеда, да, если у вас есть время, вы можете прям выйти покататься на каток. На этом передача наша завершается. Всего доброго. Смотрите всегда «Город женщин». До свидания.